В прямом эфире «Чеченские вести». Я Рамзан Абуев и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится вторник, 14 января? Приближая победу. Бойцы 96-го полка Росгвардии отправились в зону проведения специальной военной операции. Битва интеллектуалов. Турнир проводится под эгидой Республиканского шахматного клуба. Это первый в этом году из серии Гран-при войнах. Имена лучших шахматистов сегодня выявляли на республиканском турнире. Социальные услуги. Объект позволит нам трудоустроить более 200 человек. Это специалисты различного профиля, которые будут заняты в области социальной реабилитации. В Грозном завершили строительство пансионата для ветеранов войны и труда. Сегодня бойцы 96-го полка оперативного назначения Росгвардии выдвинулись в зону проведения СВО. В рамках ротации они проведут 3 месяца на одном из стратегически важных участков фронта. Это уже 9-я командировка подразделения в зону боевых действий. Репортаж Луизы Киндаровой. Утро в 96-м полку оперативного назначения начинается с активной подготовкой к очередному построению перед отправкой в зону специальной военной операции. Вот-вот на этом плацу появится командир полка. Он проверит готовность, внешний вид и моральный дух своих бойцов. Товарищ полковник, личный состав 96-го полка оперативного назначения для убытия в зону СВО построен. Доклад полковник Каримов. Вольно. Вольно. Салам алейкум. Модус, везре. С самого начала специальной военной операции на Украине военнослужащие 96-го полка оперативного назначения продемонстрировали высокий уровень боевой готовности и решимость. Они активно участвовали в выполнении различных задач, от охраны важных объектов до выполнения специальных операций. Каждый боец знал свою роль и выполнял ее с полной отдачей. В их глазах читается уверенность и готовность к действиям. Настроение бодрое, боевое. Личный состав подготовлен на высшем уровне. Оснащение, экипировка, вооружение соответствует, чтобы выполнить служебно-боевые задачи в полном объеме. Поддержка главы Чеченской Республики чувствуется постоянно. Магомед Тушаев известен своим серьезным подходом к подготовке личного состава и умением находить эффективные решения в сложных ситуациях. Его храбрость, опыт и лидерские качества вдохновляют бойцов, и они готовы следовать за ним в любые условия. Мы единое целое, и вместе мы сможем справиться с любыми вызовами, говорит Магомед Тушаев, подчеркивая важность командной работы. На 100% военделан задач коч وبيش كيتشادو ودينو شستو بولكا تحنا يوش سامايات وين تيوخ شك وجيوخ شك وين تكنيك شادلوما ريجنال ابشستين فوند كوغل خويو ومهكنان امانو سدا الالشول دا لوقيا يول مصومه تون لاتوشدو واستيبن سغت ديش وغلوا ريسبوبليكي خلچا تون تومبا تون دخ تون سا بروبليمات دا الالشول دا ديكنز بيخم بولسان مسانا دال وارميل والول وينخشي قونخي يحيولشا قونخي دال مشموك شيتينخ شافوس مخيتيل دال عاوش بولقش مصو Ахмад! Россия! Такбир! После указания командира колонна уже выдвинулась в путь, а мы желаем нашим бойцам вернуться живыми и с победой. Луиза Киндарова, Сейдамин Мусаев, Вести, Чеченская Республика.
Работа каждого специалиста ценна своим вкладом во благо развития общества. Об этом заявил глава администрации Урус-Мартановского района Шамиль Куцаев на итоговом совещании, где подводились результаты работы за 2024 год. После состоялась торжественная церемония награждения отличившихся работников. В числе республиканских и муниципальных наград было вручено почетное звание от президента России. Репортаж Турпала Тайсумова. Встречу с многочисленными официальными лицами и представителями Совета старейшин глава администрации Урус-Мартановского муниципального района Шамиль Куцаев начал со слов благодарности в адрес каждого из числа собравшихся. По его словам, важна работа всех представителей местной и региональной власти, вносящих вклад во благо нашего общества. Он поблагодарил их за успехи прошлого года и пожелал новых побед в текущем. В знак благодарности за искренний труд здесь состоялась церемония награждения отличившихся. Указом президента России почетного звания «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации» был удостоен Шервани Тагаев, заместитель главы управделами администрации Урус-Мартановского муниципалитета. Солтук, массер команды солтук исондали танчана, тут я на Константин чана, массана дел резахуль, массер сорс, да я бекете ёй, возил елдой, массу аладел ашавой. Кроме того, почетными грамотами парламента Чеченской Республики и благодарственными письмами главы администрации района были отмечены сотрудники МВД по Урус-Мартановскому муниципалитету и Духовного управления мусульман. А представители Совета старейшин и имамы сельских поселений района получили денежные вознаграждения от фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Все они поблагодарили руководство за теплое внимание к своей скромной, но очень полезной деятельности. В завершении встречи зрители увидели небольшую музыкальную программу. Эта встреча наглядно демонстрирует самоотдачу каждого сотрудника того или иного направления. Их цель – сделать жизнь в муниципалитете лучше, как и во всем субъекте в целом. Турпал Тайсумов и Ислам Ибрагимов. Вести. Чеченская Республика. В Грозном завершили строительство пансионата для ветеранов войны и труда. На данном этапе специалисты заняты установкой необходимого оборудования и благоустройством территории. Учреждение предназначено для социального обслуживания ветеранов войны и труда. Курсы смогут проходить и участники СВО. Об условиях Турпал Тайсумов. 1200 свай и поднятие фундамента на 4 метра для защиты от грунтовых вод. Именно так по поручению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова возвели пансионат для ветеранов войны и труда. Построили оздоровительное учреждение, рассчитанное на 230 мест в рамках национального проекта «Демография». Располагается он на берегу водохранилища Грозненское море. Столовую, пищеблок, одноместный, двухместный, трехместный палатчик. Акчуах холш, йок пищеблок, административное здание, йок корпус, йокош. Еще гуманси осуманса проблем, хила ястак, кок мелвол, мелволч о. Цаиш вашторстан, вошя на остехел, моссума, забертки чекдалахта. Он и до тазала хек иштер чекдалан. Сейчас здесь проводят тестирование всех предусмотренных систем обслуживания и безопасности. Устанавливается оборудование. Коечные места приготовлены со всеми удобствами для каждого посетителя. Учреждение предназначено для социального обслуживания, в том числе участников специальной военной операции. Планируется оказывать услуги медицинского, психологического и оздоровительного характера. В каждой палате предусмотрены кнопки вызова помощи. К примеру, если постоялец с ограниченными возможностями здоровья
Одним нажатием он может вызвать врача или же санитара, а они помогут в тех или иных ситуациях. Пансионат является прекрасным местом и для обслуживающего персонала. Предусмотрены комнаты отдыха для докторов и других сотрудников. Комфорт для отдыхающих и проходящих лечение самый лучший. Объект позволит нам трудоустроить более 200 человек. Это специалисты различного профиля, которые будут заняты в области социальной реабилитации. В объекте у нас имеется около 138 посадочных мест в столовой зоне, где мы сейчас находимся. Рассчитаны палаты с общей вместимостью 230 койко-мест. Все палаты оборудованы необходимым оборудованием. Это кнопки вызова, сенсорные панели. На каждом этаже рассчитаны сестринские посты дежурства. Среди ключевых целей создания данного объекта – это поддержка семей с детьми, увеличение ожидаемой продолжительности жизни, снижение смертности населения старшего трудоспособного возраста, а также полный отказ от вредных привычек и регулярное занятие спортом. Условия для этого также предусмотрены. Турпал Алита Исумов, Алисхан Кацулов и Магомед Тутаков. Вести. Чеченская Республика. Ценители искусства имеют уникальную возможность погрузиться в мир красоты. В Государственной галерее имени Ахмата Хаджи Кадырова открылась выставка заслуженного художника Чеченской Республики Исмаила Денильханова. В экспозиции представлены 50 произведений, выполненных в технике цифрового искусства в стиле абстракционизма. О мотивах, заложенных в работы, расскажет Мадина Нусалчиева. «Легенды мира» под таким названием прошла выставка, посвященная молчаливым героям различных народов и этносов. Работы заслуженного художника Чеченской Республики и члена Союза художников России Исмаила Денильханова представили в Государственной галерее имени Ахмата Хаджи Кадырова. Захотелось сюда прийти, посмотреть такие интересные работы, такой труд кропотливый. Это нельзя не оценить. И столько таких приятных отзывов, добрых, восхищенных отзывов я слышу от людей, которые здесь на выставке. Ну, я так думаю, что выставка пользуется большим успехом. Я рада и очень хочу пожелать нашему художнику дальнейших успехов, процветания во всем. На выставке около 50 графических картин, выполненных в технике цифрового искусства и в стиле абстракционизма. Исмаил Денильханов – автор уникального стиля современной арабской каллиграфии. Он визуализирует события через призму восприятия, подчеркивая, что истинные герои не всегда находятся на виду. Главной мотивацией художника было создание актуальных рисунков, которые подчеркнули бы национальный характер героев с одной стороны и индивидуальность каждого с другой. Здесь представлены 44 работы. Над этими работами я работаю последние 3 года, то есть над этими картинами. Картины посвящены разным народам. Мы знаем, что сегодня в информационном пространстве очень много разных голосов, но здесь представлены народы, которые, в принципе, нам не слышны. Это народы Африки, угнетенные народы разных стран. И я этим хотел показать, что в мире есть и такие невидимые герои, которые мы не знаем. То есть они живут, каждый день что-то творят, создают семьи, трудятся, то есть они остаются за кадром. В Чеченской Республике активно реализуется национальный проект «Культура». Основные цели нацпроекта – сделать культуру страны более доступной и для российских граждан, и для иностранных гостей. Также проект направлен на раскрытие творческого потенциала людей, предоставление им возможности продемонстрировать свои таланты как в России, так и за рубежом. Мадина Нусалчиева, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. В Грозном состоялся республиканский турнир среди шахматистов, который собрал множество юных талантов. Порядка 30 ребят приняли участие в соревнованиях, демонстрируя свое мастерство в интеллектуальной игре. Лемда Джамалдинова познакомилась с юными стратегами. Первый в этом году республиканский турнир собрал в библиотеке имени Михалкова юных шахматистов со всех районов региона. Участники – дети в возрасте до 14 лет. Ребята заранее готовились к соревнованиям, изучая стратегии и тактики игры. Атмосфера в зале наполнена духом соперничества и дружбы. Участники расселись за столами, сосредоточенные и полные решимости. Многие из них уже имеют опыт участия в подобных турнирах, но для некоторых это был дебют. Зайпулаева Альбина играет в шахматы с начальной школы. Юная шахматистка признается, что она очень полюбила эту игру и отдается ей всей душой. К нам в кабинет заходил шахматист, и мои некоторые одноклассники играли в шахматы. Мне стало интересно, и я начала потихоньку играть в шахматы, и с тех пор
Играла во многих турнирах, побеждала, проигрывала, конечно. Играть в шахматы я очень сильно люблю. Это моя любимая настольная игра. Организаторы позаботились о том, чтобы создать комфортные условия. Уютный зал, шахматные столы и необходимые материалы были подготовлены заранее. Всего играет 29 человек. Турнир проводится под эгидой Республиканского шахматного клуба. Это первый в этом году из серии Гран-при войнах. Шахматы улучшают память, логику, развивают усидчивость, повышают стремление к достижению цели. Эта игра учит думать стратегически с применением принципов. А самое главное – действовать сначала в уме и лишь потом на доске. Лимда Джамалдинова, Шамсуди Джабраилов, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунтах Вайнаха в социальных платформах. Я Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.